Сегодня я проповедь назвал «Закон и благодать в жизни христианина». Знаете, две силы, два мировоззрения, что ли, действуют в нашей жизни постоянно. И где ты живешь? Ты живешь или по благодати, или по закону. И, знаете, попробуем разобрать вот эту тему. Я думаю, это очень важная тема, потому что очень легко скатиться в неправильном направлении. Как я, знаете, в свое время, в 93-м году я пришел к Богу, слава Богу, Бог смилостивился надо мной, и я принял Его, я слышал Евангелие и принял Его. И было хорошо, я шел по благодати. Но в какой-то момент что-то произошло в моей жизни. Я сам того не замечая, я просто скатился во что-то непонятное. Сейчас я понимаю, что я просто скатился в закон. И был период пустыни. Знаете, 14 лет я вроде бы как бы был с Богом, но внутри, знаете, как пустыня, как земля, она трескается, да, когда засуха становится, земля трескается, что-то вроде этого было. Хотя я вроде бы и служил, что-то делал. Но, слава Богу, Бог милостив, аминь. Он не дал мне долго пребывать в этом, и потихонечку я выхожу. И до сих пор, может быть, я как бы все двигаюсь к Богу, все больше и больше. Аллилуйя, слава Господу, слава Богу. И знаете, Царство Божие – это царство жизни, аминь. Скажите, царство жизни. Аминь. И распространение Царства Божьего – это распространение царства жизни. Скажите, ты живой своему соседу? Скажи, живой? Ты живой? Аминь. Царство Божие внутрь тебя есть. Аминь. Жизнь Божья внутри тебя есть. Аллилуйя. Слава Богу. И Бог оживляет нас. Но мы можем как бы вот, знаете, как бы отступать, что ли, да, отходить и опять возвращаться. И вот это, знаете, вот это вот как бы вот. То мы отступаем, то подходим. Но, знаете, я думаю, это связано с нашим разумом. Мы не до конца просто осознаем, не до конца понимаем, как жить с Богом вообще, как вообще двигаться. И во многом, я думаю, это связано с этой темой, которую мы сегодня попытаемся разобрать. Знаете, благодать, я вчера смотрел Новый Завет, перелистывал каждое послание, и почти в каждом послании Павел или в начале, или в конце он говорит: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. 2 Коринфянам 13, и там написано, что благодать Иисуса Христа, да, и любовь Бога Отца, и общение Духа со всеми вами. И знаете, мы были в Абхазии, там баптистская, евангельских христиан, мы там побывали у них в гостях, и они тоже в конце благодать Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми вами. И знаете, благодать, это, я верю, что это основное послание, основное слово, которое есть в Новом Завете. Это основное послание, основное слово Нового Завета. Скажите, благодать. Благодать, и причем благодать Иисуса Христа. Знаете, благодать, она пришла от Иисуса Христа. Если бы не было Иисуса, не было бы и благодати. Давайте посмотрим место Писания. Евреям 12 глава, 15 стих. «Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы никакой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие». Смотрите, Павел призывает: наблюдайте. Перевод Кулакова я посмотрел, там написано: бойтесь лишиться благодати Божией. То есть от этого надо бояться вообще. Что не дай Бог я отступлю от благодати Божией. Если я отступлю от благодати Божией, это синоним того, что я отступаю от Бога. Потому что престол Божий – это престол благодати. Аминь. И написано, что бойтесь. Не дай Бог, вы отступите от благодати Божией. И давайте откроем
Иоанна 1 главу 16 стиха. Почитаем. Евангелие Иоанна 1 глава 16 стиха. От полноты Его это кого? Иисуса Христа, да? От полноты Его все мы приняли благодать на благодать. Все мы приняли благодать на благодать. Скажите, я принял от полноты Его, от Него, от Иисуса Христа. Я принял благодать на благодать. Угу. Ибо закон дан через Моисея, а благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Смотрите, закон дан через Моисея. Интересное выражение. Не написано, закон произошел от Моисея. Закон дан. А благодать же и истина произошли. Смотрите, закон – это нечто такое, что такое внешнее. Оно дано. Это что-то на самом деле не относится к жизни. А благодать, она произошла. Скажите, произошла. Произошла – это что-то родилось, что-то связанное с жизнью. Согласитесь? Аминь или аминь? Смотрите, закон дан. Это что-то механическое. Это что-то отделенное. Это Бог как бы говорит, вот я даю вам закон, и те, кто исполнит, вот те они будут жить этим законом. Но дело в том, что никто не может исполнить весь закон. И мы знаем закон, да? 10 заповедей знаем все. Там первая заповедь какая? Да не будет у тебя там других богов, да? Да, не делай себе никакого кумира, никакого изображения. И, знаете, вот в нашей природе есть, да, Господь, да, я исполню этот закон. Но не для этого это был дан закон. Но мы вернемся еще к этому. Цель закона на самом деле совсем другая. Аллилуйя. Итак, что же такое благодать? Благодать – это выражение любви. И мы знаем, я вам сказал, что благодать Иисуса Христа и любовь Бога Отца, да, и общение Духа. Смотрите, Иисус Христос, Он выразил нашего Отца Небесного. Бог есть любовь, написано. Бог есть любовь. Иисус, Он выразил Отца, который есть любовь. Кто видел Иисуса Христа, тот видел Отца. Если ты видишь Иисуса Христа, ты видишь Отца, ты видишь Бога. Аминь. Если ты принял Иисуса Христа, ты принял Бога. И Иисус, Он выразил нашего Бога Отца, который есть любовь. Если бы не было бы Иисуса Христа, любовь, она была бы на небе, а так и осталась бы любовью. Но мало толку от любви, которая просто отделенная, которая просто сама по себе. Любовь должна выразиться и превратиться в какой-то поступок, в какое-то действие. Аминь. Если я просто говорю люблю, а никаких дел не делаю, ну что толку от такой любви? Любовь, она должна выразиться в каком-то деле, в чем-то, чтобы достигло человека, твоего сердца. Аминь. Например, я говорю, я люблю тебя, и ничего не делаю, то не так это. Но когда я говорю, я люблю, я хочу выразить эту любовь, и я покупаю цветы и дарю. Что тогда? Любовь, она касается, она достигает сердца. Разве не так? Вот то же самое. Любовь Бога Отца выразилась через благодать Иисуса Христа. И теперь мы имеем Иисуса Христа, мы почувствовали, мы переживаем эту любовь каждый день. И Дух Святой касается нас. Аминь. Дух Святой, Он просто практичным образом, ты просто переживаешь эту Божью любовь
через благодать Иисуса Христа. И знаете, мы недавно были в Абхазии, мы отдыхали, и чудесное просто время, и просто мы как будто в сказке побывали. И знаете, я просто там переживал просто Бога каждый день. И море, оно как бы вот оно приходило, и волны такие были. И знаете, некоторые говорят, что благодать на благодать — это как морские волны, которые тебе все время... Одна волна пришла благодати, потом еще волна пришла. И вот так до тех пор, пока Господь вот так вот волнами дает тебе благодать. И мы там ходили просто... Я каждый день переживал Господа. Слава Господу. И благодатью наполнялся. Я видел, старался видеть Бога во всем. И знаете, это вошло в мою привычку, где Господь, зачем ты меня сюда привел? И мы были в монастыре там в Афонском, и там благодать. И мы зашли там, и мы сели, и хор пел, и такое присутствие Божье. Ему слава Господу. Господь, Он везде. Аминь. Он не только в нашей церкви, Он и в других церквях. Аминь. И мы были и в евангельских христиан, и у них благодать. Но благодать, мы были в озере Рица, там, в разных там каких-то чудесных местах. В Абхазии вообще интересно, как бы страна такая вообще чудесная. Куда ни тыкни, там просто везде красота такая. Там, конечно, разруха немножко есть, но вот эта природа, она просто чувствуется прям Божья, не знаю, как будто Бог сказал, вот посмотрите на эту природу, на эту красоту. Через эту красоту вы увидите меня. И помните, там Павел писал, что через рассматривание творений, да? Рассматривание творений вы можете увидеть Бога. И тогда ответ, те, кто противится, у них как бы, они ничего не могут сказать этому. Потому что во всем виден Бог. Слава Господу. Скажите, слава Богу. Благодать, она дает силу противостать греху, например. Знаете, мы по своей силе, вот живешь в этом миру, и куда ни глянь, везде какие-то искушения. Вот согласитесь, это невозможно. Без благодати Божией мы не можем устоять, мы не сможем устоять в грехе. Мы поддадимся греху. Не говоря уже о мирских людях, которые просто без Бога живут, они, все, это вот, не знаете, как цунами, невозможно противостать этим искушениям, которые сейчас просто, мне кажется, дьявол всю свою силу высвободил, чтобы людей просто совратить, извратить, чтобы люди просто превратить землю просто в какой-то хаос и зло. И знаете, и без благодати Божией это невозможно. Но благодатью есть им то, что есть им. И Бог охраняет нас от греха. Да, это не значит, что мы не согрешаем, иногда бывает, но мы возвращаемся. И эта благодать Божия нас возвращает. Без Бога мы бы, не знаю, никаких шансов нету просто. Просто никаких шансов. Согласитесь, ведь так? Благодать, она не просто дает что-то маленькое, оно вместе с этим, знаете, благодать — это сам Бог, который приходит к тебе. Сам Бог в своей силе, славе, власти, Он посещает твою жизнь. Знаете, Ной услышал, да? Бог сказал ему, там, построй ковчег. И вместе Бог начал строить, и Бог спас Ноя в ковчеге и всю его семью, да? И можно подумать, что вот благодать вот в этом находилась. Но я думаю, больше не просто ковчег, не просто спасение. Сам Бог пришел к Ною. Вот это благодать. Бог был с Ноем. Бог не только дал Ною построить ковчег и спастись, но и сам. Вся его жизнь, она была, теперь наполнилась Божьим присутствием. Аминь. Слава Господу. На самом деле благодать это сам Бог, сам Христос. Вот если скажите, знаете, нет определений. Я поискал
в Библии там нет благодать, это то-то, то-то, то-то. То. Но многие как бы, вот, ну, теологи, как бы, что ли, да, соглашаются, что благодать это сам Христос. От благодати, от полноты Его мы приняли благодать на благодать. И Иисус был полон благодати, полон, просто переполнен вот этой, знаете, как апельсин, он переполнен божественным соком апельсином. Вот то же самое, Иисус, Он просто пропитан, Он сам есть благодать, который пришел к тебе, пришел в твою жизнь. Слава Господу! Смотрите, когда Бог открывается, это когда истина Божия открывается, это есть откровение. Вы получали откровение? Что-то открылось, получали, да? Но когда ты наслаждаешься Богом, вот это и есть благодать. Благодать — это то, чем ты должен наслаждаться. Благодать. Знаете, я там на берегу моря лежал, о, благодать. Я наслаждался. Не просто, может быть, морем. Да, это как бы для души хорошо, душа отдыхает. Но в этом я вижу Бога. Он дает наслаждаться им. Наслаждайся им. Аллилуйя. Давайте посмотрим место Писания, Галатам 4 главу, 22 стиха почитаем. Галатам 4, 22. И там говорится об Аврааме, о Саре. И есть два завета. Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной. Но который от рабы рожден был по плоти, а который от свободной, то по обетованию. В этом есть иносказание. Это два завета. Скажите, два завета. Один от горы Синайской, рождающей в рабство, который есть Агарь. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии и соответствует нынешнему Иерусалиму, потому что он с детьми своими в рабстве. А Вышний Иерусалим свободен. Он матерь всем нам. Ибо написано, возвеселись неплодные, нерождающие, воскликни и возгласи, не мучившиеся родами, потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у имеющей мужа. Мы, братья, дети обетования по Исааку. Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне. Что же говорит Писание? «Изгони рабу и сына его, ибо сын не будет наследником вместе с сыном свободным». Итак, братья, мы дети не рабы, но свободные. Смотрите, тут говорится об Аврааме, Саре, Агаре, ну и их детях. Смотрите, Авраам, кто такой Авраам? Авраам назван другом Бога. Друг — это тот, кто общается. Знаете, ты другу своему говоришь все, что... Нет секретов среди друзей. Да? И Авраам был другом Бога. Бог открывал ему свои секреты и тайны. Он говорил ему. И написано, Авраам, он отец веры. Символически можно сказать, что Авраам, он как вера наша. Авраам — это вера наша. Сара — это благодать. Агарь — закон. Символически Агарь, он представляет закон. Сара представляет благодать. И Авраам, он женился-то на Саре. И это правильное, надлежащее, то, что должно происходить с нашей верой. Наша вера, она должна привести к благодати. Наша вера должна соединиться с благодатью. Наша вера, она не должна соединяться с законом. И есть опасность, когда наша вера соединяется с законом. И что символизирует Агарь, да? Когда
И знаете, Авраам с Сарой посоветовались, и надо как-то помочь Богу. И тогда они решили, Агарь, пусть Агарь будет с тобой. И от Агаря родился кто? Измаил. Знаете, это символически. У меня есть вера, я пришел к Богу через веру, да? Кто-то мне проповедовал Евангелие, я поверил. Через веру я был спасен. Угу. И тут появляется, или я живу по благодати, вначале всегда так, ты по благодати всегда живешь вначале. У тебя всегда радость, ты просто летаешь в Боге, тебе все нравится, у тебя первая любовь. Но потом вдруг Агарь появляется, закон появляется. Конечно же, написано там, заповеди же есть, надо же исполнять это, ты должен исполнять все заповеди. И закон, что он делает? Закон все время что делает? Требует. Не убей, не кради. Если ты с ненавистью посмотришь на брата, ты все, человек-убийца. Не прелюбодействуй. Да не будет у тебя других богов. И закон требует. И если человек, он неопытен, он начнет исполнять этот закон. Ты скажешь, дай аминь, Господь, я все исполню. И начинается. Так, знаете, вот что интересно. Мало 10 заповедей, мы еще свои заповеди придумываем. Разве не так? Мы говорим, все, с завтрашнего дня у меня новая жизнь наступает. Я буду вставать в 6 утра. Да? Так ведь? Часто же нам и 10 заповедей не хватает. Мы такие законники. Придумываем еще новые заповедь номер 1. Это уже моя заповедь номер 1. Встаю в 6 утра. Заповедь номер 2. Молюсь 3 часа. Заповедь номер 3. Ладно, даже 10 хотя бы исполнили бы. Мы еще там прибавляем. Да, смешные мы люди, конечно, смешные очень. Очень набожные, хотим. И это есть на самом деле. Это желание добра написано, да, вот Павел говорит, есть в нашем разуме. Мы хотим делать это добро. Это как-то встроено в нас. Но вся беда в том, что мы не сможем. Ты даже я одну заповедь даже не смогу выполнить. Разве не так? Первую заповедь, как там первая заповедь? Не делай себе никакого кумира. А кумиров-то полно. Одну заповедь. Кто из вас может сказать, что я одну заповедь из 10 заповедей исполнил? Что-то рук мало. Мало. Можешь поделиться, какую заповедь исполнил? Не убивала. Хорошо, с ненавистью кого-нибудь посмотрела? Нет, со злобой. Давай, у нас тут... Да, скажите, интересно просто. 5-я заповедь. 5-я заповедь — это почитай родителей. Почитай родителей. Может быть. А в разуме даже ни капельки прямо. Хоть вообще мысль даже. Почтение, мое почтение. Знаете, ладно, одну заповедь. Мы почитаем родителей. Но если мы другую заповедь нарушили, мы уже преступники всего закона. Так что законом никто не оправдывается перед Богом. Просто запомните на всю жизнь. Законом мы не сможем оправдаться перед Богом. Никаким образом. Только благодатью. Только верою в Иисуса Христа, благодатью через веру. Написано, что благодатью мы спасены через веру. Аминь.
Поэтому вот так вот. Пусть наша вера соединится с благодатью, как Авраам имел жену Сару. Пусть наша вера, она не приведет к закону, и мы не поженимся на Агаре. Если мы поженимся на Агаре, то мы будем рождать много Измаилов. Это когда мы своими собственными силами, я так пашу для Господа, я так много делаю, и посмотрите на меня. И знаете, мы рождаем вот этих Измаилов. А оно Богу нужно. Оно даже противится. Оно противно Богу. И написано, рожденный по плоти гнал рожденного по духу, по обетованию. Измаил, он гнал Исаака. И мы можем похвалиться перед Господом. И мы можем сказать: вот Господь, вот я сделал то-то, то-то. И до тех пор, пока наши природные силы, вот наша «я», Агарь, можно сказать, как наша «я», вот наша «я», до тех пор, пока она не будет уничтожена, мы будем вот так вот по плоти, по плоти, по плоти. Но пусть мы придем, возвратимся к благодати. Когда мы однажды вечером вышли на море, уже ночь была, и мы решили к берегу моря туда пойти. И были звезды. И я вспомнил Авраама. Бог говорит: посмотри на небеса. Сколько у тебя будет детей. Ну, ух ты, классно как бы. И мы там звезды смотрели на берегу моря. И Авраам, он общался с Богом. Знаете, Авраам, это символ веры нашей. Вера, она имеет общение с Богом. Вера общается, вера, она подпитывается от слов Божьих. Бог говорит, и у тебя будет сын, он сказал Аврааму. И написано, Авраам поверил, и Бог вменил это в праведность. В праведность. Итак, вера от слышания, слышание от Слова Божьего, и вера, она должна соединиться с благодатью. Ты должен постоянно переживать Божью любовь, ты должен постоянно наслаждаться Богом, как всем. Если чего-то тебе не хватает, я заметил, когда ты что-то просишь, Бог не просто тебе то, что ты просишь, Он много чего тебе дает. Как младший сын, помните, он пришел, он попросил, пусть я буду. Помните там притча о двух сыновьях, да? Младший и старший. И старший сын там он в законе был. Младший сын, он пришел к Богу и сказал, хотя бы вот в число рабов, но слуг прими, согрешил я против неба. И знаете, отец, он не просто принял его, он одел его, он дал там откормленного теленка, закололи. И сказал, все, сын мой, да, ты был мертв, теперь ожил. И эти два сына, это не знаю как, в точности описывают человека, живущего по благодати, и человека, живущего по закону. Старший сын, он говорит, ты даже мне и козленка не дал. Я тебе чуть подпросил, ты даже мне ты младшего сына, вон целого тельца там заколол. А для меня козленка даже не дал. Смотрите, как закон, да? Ты будешь вообще духовно твое состояние будет оно все хуже. Ты не напитаешься. Закон, он не снабжает тебя. Закон, что говорит, он требует, допустим, не кради. И не дает тебе силу, чтобы не красть. Ведь у нас же есть в плоти нашей что-то украсть. Но здесь закон говорит, не кради. И плоть хочет украсть.
И мы крадем, ладно, может быть, физически не крадем, но мы можем так в душе своей там украсть что-то. Да, в своих мыслях. Понимаете, это все это в плоти нашей, вот эта греховная натура, она вот такая вот. И не обманывайте, это все у всех все есть. А благодать что делает? Она не требует, она не говорит «не кради». Она что делает? Она преподносит тебе Иисуса Христа. Она говорит: наполняйся Богом, наполняйся Иисусом Христом. И Христос, который в тебе, Он уже не будет красть, даже пожелания не будет. Да ведь? Почитай отца и мать, например, закон говорит, да, почитай родителей своих. Но в плоти может быть такое, что иногда ты можешь и не почтить. Есть такое, как бы, да. Но благодать что говорит? Он не говорит, говорит, ты наполняйся Иисусом Христом, наполняйся Его Духом, наполняйся Духом Святым, наполняйся Его благодатью, наслаждайся мною. И тогда вот это почтение, оно само собой будет у тебя проявляться. Благодать, она не требует, она тебя снабжает. Она тебя снабжает, она тебе дает силу, она тебя наполняет. Да? И тогда ты естественным образом начинаешь исполнять закон. Аминь. Давайте чуть-чуть про закон поговорим. Римлянам 4 глава, 15 стих. Нашел некоторые вот как бы аспекты, что ли, вот, грани закона. Закон производит гнев. Ибо закон производит гнев. Смотрите, я заметил, вот когда вот приходит закон, сразу и раздражение появляется, и все появляется. Разве не так? Вот ты, вот что-то тебя требует, как бы, да? Ты должен успеть сделать то-то, то-то. И время идет быстрее, быстрее. И у тебя дух торопыги. Как бы ты начинаешь все быстро, быстро, я опаздываю. И у тебя раздражение начинает выходить. Понимаете, закон он такой имеет свойство, что ты начинаешь раздражаться, и ты начинаешь просто... Закон производит гнев. И ты торопишься. И ты не успеваешь. Просто знайте, что когда ты вот в раздражении, знай, точно под законом находишься. Сейчас не под благодатью, а под законом. Дальше посмотрим. Но в то же время закон, он же свят. Давайте посмотрим. Римлянам 7 глава, 12 стих. Римлянам 7, 12. Посему закон свят, и заповедь какая? Свята и праведна, и добра. Ну, закон-то сам по себе, ладно, он как бы и свят, и как написано-то, заповедь свята, и праведна, и добра. И мы начинаем как бы защищать как бы закон, он же святой, он же добрый. Да, он добрый, он предназначен для того, чтобы защитить нас на самом деле. Защитить, чтобы мы не, знаете, мы не были как бы вот распущены, что ли. Да. Ну, вся беда в том, что мы не можем исполнить этот закон. Да, он говорит, он ограничивает нас, он ставит рамки нам, но не дает силу, что ли, исполнить. Есть пример такой, когда, вот, знаете, ведро, грязное, помойное, если ее наполнить вот доверху, да, и вот донеси ее вот до того дома, вот ни разу не расплескав, не получится, да, вот ты идешь, и ты все равно, вот, и она все равно уходит, понимаете, да?
То есть, а закон говорит, ты не должен, вот ни одна капля грязи не должна пролиться. И ты стараешься, но это невозможно. Ведь так? Это вот то же самое происходит с нами, когда закон говорит, вот это должен исполнить, это не должен делать. Но наша греховная природа, она крайне испорчена. Крайне. Поэтому закон, получается, она ослаблена. Она ослаблена нашей плотью, и мы не можем исполнить закон, и мы даже нарушаем закон. Угу. Смотрите, закон — это вот то, как отражение Бога. Смотря на закон, мы можем сказать, закон, он вот такой, он никогда не лжет. Бог никогда не обманывает, не крадет. Вот посмотря на закон, мы можем увидеть Бога. Но это всего лишь отражение Бога. Как вот мы смотрим на зеркало, мы видим себя, да? Но отражение в зеркале — это не я сам, согласитесь. Это всего лишь отражение. Оно не имеет жизни. Если бы закон имел жизнь, то подлинно праведность была бы от закона, как Павел говорит. Поэтому закон — это всего лишь отражение Бога, изображение Бога, как икона. Икона же есть. Икона, это же не Бог. Икона — это всего лишь как изображение Бога. А икона, она не имеет жизни. Угу. И смотря на закон, мы просто видим Бога, каков Он. В Исходе 32, 15 стих, там есть выражение «ковчег», свидетельство. Это свидетельство. В ковчеге вот эти вот заповеди были, 10 заповедей, вот эти скрижали, которые Моисей туда положил в ковчег, 10 заповедей. И этот ковчег назван ковчегом свидетельства. То есть это свидетельствует о Боге, показывает Бога. Это изображение Бога. Это образ, изображение Бога, и какими качествами Бог обладает, вот это отражается в законе. Точно так же, как человек создан по образу и подобию Бога, да? Мы созданы по образу и подобию Бога. Но истинная жизнь, она только в Боге. Бог, Он источник жизни, не мы. Мы всего лишь образ и подобие Бога. В глазах Бога наша жизнь — это не жизнь на самом деле. Человеческая имеется в виду жизнь, которая есть душевная жизнь, жизнь нашего души, жизнь нашего тела, тем более наши тела, они не вечные. Поэтому в глазах Бога мы не имеем жизни на самом деле. Что Иаков говорил, что ваша жизнь — это пар, который вот так чуть-чуть поднялся, чуть-чуть там поклубился, и все, и исчез. Но подлинную жизнь имеет только Бог. Это жизнь, какие качества? Вечная жизнь, полна силы, энергии, она вечная, она бесконечная, и это только, этими качествами обладает только божественная жизнь. И эта жизнь только в Боге. А мы всего лишь отражение, образ и подобие. Вот точно так же, как в зеркале наше отражение — это не жизнь, это всего лишь отражение. Понимаете, да? Поэтому оно только свидетельствует о Боге. Галатам 3:21 посмотрим. Смотрите, закон, он не может животворить. Закон, он не дает жизнь. Жизнь дает кто? Бог, Иисус. Он есть жизнь, и Он живет внутри нас. И эта жизнь, она в нас должна возрастать. И тогда цель закона какая? Цель закона — обличить нашу греховность. То есть законом познается грех. Цель закона — просто сказать, что
что ты греховен, мы греховны. И тогда мы должны прийти вот тогда мы должны прийти к благодати. Закон — это детоводитель ко Христу. Конец закона — Христос. Все, конец должен быть, конец. Перестаньте приходить в закон. Перестаньте. Закон ничего хорошего не принесет, только смерть принесет. Потому что заповедь, она как раз убивает. Заповедь. Из-за того, что, хотя она и добрая, и святая, но она убивает нас. Потому что мы не можем исполнить заповедь. И когда мы не исполняем, приходит проклятие вообще. Давайте Римлянам 3:20 посмотрим. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Законом никакая плоть не сможет оправдаться. Хорошо? Ибо законом познается грех. И тогда для чего закон? Он стал опекуном, где-то водителем. Галатам 3 глава, 23 стих посмотрим. Галатам 3, 23. И вот когда, наконец-то, мы с этим законом как бы пытался этот закон исполнять, и не получалось, и это были вот такие вот такой то подъем, то спад, и это больно. Больнее, наверное, не бывает, мне кажется. Когда человек говорит, ты должен сделать это, и ты не делаешь. И внутри так, и вот закон убивает таким образом. И ты должен сделать то, да? И потом, наконец-то, ты понимаешь. Понимаешь? Угу. Галатам 3:21. Угу. Итак, закон противен обетованиям Божьим никак, ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Давайте Римлянам 3:20 посмотрим. Римлянам 3:20. Давай здесь я почитаю. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, и по законам познается грех. Итак, мы поняли, да, для чего закон? Закон не для того, чтобы исполнять. Закон предназначен, чтобы мы от него отступили и пришли к благодати, ко Христу мы пришли. Аминь. Вот цель закона. Чтобы мы отступили от него и пришли к благодати. И когда мы находимся в этой благодати, вот тогда начинается все нормально с нами становится. Слава Господу. Знаете, когда наша плоть, она хочет, желание добра есть у меня. Павел говорил, да, хочу делать доброе, но когда я делаю доброе, я почему-то делаю злое. Все как-то шиворот на выворот получается. У Павла, вот представляете, у самого Павла, Павел, вот у него такие проблемы были. Скорее всего, у Павла, видать, были проблемы с пожеланием. Он там писал, пришла заповедь «не пожелай». Но когда я пришла заповедь «не пожелай», во мне появилось желание. У самого Павла были такие проблемы, видать. И он под конец сказал, бедный я человек, кто я такой, кто меня избавит? Он там все, возрыдал там еще Павел. Угу. И вот тогда приходит, наконец-то, закон достигает нашей цели. Когда мы он нас до того разбил, этот закон, что мы все сломались вообще. Все переломал он нас там. Авраам, он уже в старика превратился. 99 лет ему уже, все. Все, утроба там, все в омертвении. Утроба Сарина в омертвении. И вот когда все у них закончилось, скорее всего, они сказали, все уже, все, у нас все. Нет шансов, ничего нету, все, я уже ноль, вообще ноль.
И вот тогда Бог говорит, фу, наконец-то. Наконец-то вы сдались. И вот в этот момент, когда все в омертвении, пришел Бог, аллилуйя, как благодать. Как благодать. Он говорит, все, ваших сил нету, теперь моя сила начнет действовать. Аминь. Вот то же самое. Вот мы должны понять, ну не надо ждать 99 лет, правильно? Надо же учиться у Авраама. Зачем нам 99 лет ждать? Вот у нас такое учение. Вот не знаю, вот такого учения, наверное, сколько-то много лет назад таких учений-то и не было бы, наверное. Но Павел, слава Богу, апостол Павел, он вообще молодец, открыл вот этот закон. Он понял, что к чему, для чего закон, что к чему. И он сказал, все, конец закона. Конец закона Христос. Все. Цель закона, чтобы нас привести ко Христу. Галатам 3:23, быстренько посмотрим. Галатам 3:23, давайте посмотрим. А до пришествия веры, мы были под стражей закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас где-то водителем ко Христу, чтобы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством где-то водителя. Все, как только вера пришла, не надо. Не надо по закону жить. Под законом находиться. Не надо. Наполняйтесь Иисусом Христом. Наполняйтесь им, как этой благодатью. Каждый день наслаждайтесь. Смотрите, какой чудесный день, какое солнышко. И знаете, через вот это солнце Бог тебе говорит в сердце твое. Знаешь, вот как я тебя люблю. Вот я посылаю солнце над тобою. И я люблю тебя. Это благодать. Если ты чуток, если ты восприимчив Богу, ты скажешь, слава Господу, Господь, спасибо тебе. Спасибо, так и есть, Господь. Чудесный день. Спасибо. Ни комаров, ни мошек. Ты убрал все, Господь. Какая благодать. Мы недавно тоже в лесу там пошли ягоды собирать. Какая благодать. Просто благодать. Просто ты радуешься вот этой Божьей милости, Божьего просто... Он так тебя обнимает, тебя каждый день. Ты живой, ты не голодный, ты не попираешься там где-то, правильно? Он тебя кормит каждый день, дает тебе солнышко. Вечером ты спишь спокойно. Слава Господу. Увидьте во всем. Увидьте, пусть ваше сердце, оно будет восприимчивое. Я не говорю, будьте чувствительными, будьте восприимчивыми. Увидьте Божью руку в вашей жизни. Увидьте просто. Увидьте. Оно есть каждый день, каждую секунду мы дышим. Ты спокойно дышишь. Как кто-то говорил, что евреи, они даже честно, спасибо за пальцы. Они благодарят за каждый орган в твоем теле. Знаете, печень, она там есть вообще или нет? Я не чувствую печень. Я почек почему-то не чувствую. Значит, все нормально. Все хорошо. Это примерно как жизнь в духе, она нечто похожее. Ты не чувствуешь. Вот когда ты отошел от благодати, вот если печень заболела, ты чувствуешь, да? И вот то же самое, когда ты отошел от благодати, вот ты начинаешь чувствовать. Что-то не то, у тебя внутри начинается что-то не то, что-то не то. Я отошел от Бога. Я должен опять возвратиться к Тебе, Господь. Понимаете, да? Но когда ты возвратился к Богу, есть немножко обманчивое. Тебе как-то все спокойно, как-то все мирно. И радуйся. Радуйся, ты живешь, значит, в духе. Аминь. И Божий мир царствует в своем сердце. Но особенно заметно это, когда ты отходишь. Когда ты отходишь, когда я отхожу от Господа, все, начинаются проблемы. И сердце твое сразу чувствует это.
И тогда для меня это знак. Опять я должен возвращаться к Богу. Опять я должен прийти к наслаждению Богом. Благодать — это когда ты наслаждаешься Богом, как всем. Слава Господу. Галатам 5:4, следующее местописание посмотрим. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа, отпали от благодати. Каким образом можно отпасть от благодати? Когда мы начинаем оправдывать себя законом. Когда мы возвращаемся просто. Просто возвращаемся. Теперь следующее, Галатам 3:10. Галатам 3:10. Все утверждающее на законе находится под проклятием. Галатам 3:10. А все утверждающееся на делах закона находится под клятвой или под проклятием. Ибо написано: проклят всякий, кто не исполняет всего, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. Поэтому я боюсь закона, я не хочу. Я лучше буду жить по благодати. И вопрос тогда, почему под проклятием находится? Простой вопрос. Почему находится под проклятием? Ответ простой. Мы не можем исполнить закон. Мы не можем. Римлянам 8 глава, 7-8 стих. Римлянам 8 глава, 7-8. Потому что помышления плотские, суть вражда против Бога, ибо закону не покоряются, да и не могут. Не могут. Скажите, не могут. Поэтому, вот смотрите, есть жизнь по закону и жизнь по благодати. Выбирайте. Выбирайте. Наслаждайтесь Господом каждый день. Это смягчит твое сердце. Твое сердце, оно будет мягким. Закон, он ожесточит тебя очень сильно. Ты будешь жесткий просто. Ты будешь жесток к себе и жесток к другим. И это не угодно Господу. Но когда ты наслаждаешься Богом, Его благодатью, Его любовью, любовь Бога Отца, да, благодать Иисуса Христа, все, это растапливает твое сердце. И ты просто, у тебя полно милосердия становится. Божья природа в тебе начинает расти. Сам Бог начинает расти в тебе. Аминь. Его жизнь возрастает. Возрастайте в благодати, написано. Возрастайте в Нем. Пусть жизнь Божья возрастает. Это атмосфера. Атмосфера благодати, любви. И Сара, написано, что он матерь всем нам. Сара. Это Вышний Иерусалим. Это Небесный Иерусалим. Он матерь всем нам. И мы в этом Небесном Иерусалиме, да, в этой атмосфере, там престол Божий, и течет река жизни, да, и растет древо жизни. Вот в этой атмосфере мы должны возрастать. И это нормальный будет рост. Ребенок, который растет в любви, это все, что нуждается ребенок. Да? Ведь так вот. Поэтому возрастайте в этой благодати. Бойтесь закона. Я боюсь туда возвращаться. И если я туда возвращусь, я буду жестоким просто человеком, жестким. Но когда я живу по благодати, я каждый день наслаждаюсь, я вижу вокруг Божью руку, Божью любовь ко мне. Вот тогда сердце смягчается, и ты нормальным образом возрастаешь в нем. Это будет нормальный рост жизни. Рост жизни. Смотрите. Итак, какая разница вот между законами и благодатью? Действовать самим – это закон. Когда я своей силой пытаюсь чего-то достичь.
А благодать — это Бог, действующий за нас. Да, я действую, но Бог действует через меня. Не я. Моя сила ничтожна. Но в этой силе Божья сила. Понимаете, да? А под закон это я должен как бы действовать. Это благодать это значит Бог, действующий в моей жизни. Скажите, благодать это Бог, действующий в моей жизни. Если действуем мы, то это не благодать. Это моя природная сила, это мои человеческие что-то я сделаю своей силой. Но не этого Бог хочет. Аллилуйя. Смотрите, и когда ты будешь возрастать в благодати, придет следующий уровень, еще выше уровень. Римлянам, последнее место Писания скажу, Римлянам 5 глава, 17 стих. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, знаете, смерть довольно сильна. Нет во Вселенной ничего сильнее смерти, кроме Бога. Смерть, написана, люта, она преисподняя, никто не может победить смерть. Без Бога никто не может победить смерть. Смотрите, если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие, что? Обилие благодати. Вот ты должен как под дождем просто. Ты должен принимать, обильно принимать, обильно. Принимаешь вот эту благодать. Те, кто приемлющие, это те, кто способен принимать, что ли, да? Если ты умеешь принимать благодать Божью, ты говоришь: спасибо, спасибо, Господь, спасибо. Спасибо за это. Спасибо, ты мне сделал сегодня вот это. Спасибо, вот такое благословение пришло ко мне. Это ты был, Господь. Угу. Тем более приемлющий обилие благодати и дар праведности, ты должен быть еще утвержден в праведности, да? Что будут? Будут царствовать в жизни, да? Посредством единого Иисуса Христа. Благодать, она приведет в царствование. В царствование. Ты будешь царем. У меня в бане есть такая шапка, и там «Царь» написано. Но я ее прикрываю. Ты будешь царем. Царь — это кто? Царь, он правит над всем. Ты будешь править всем. Но, к сожалению, многими христианами что-то правит. Грех правит, проблемы правят, находится под проблемами, но царь, он не находится под проблемами, он над проблемами. Он просто царствует, он говорит, он какие-то там директивы какие-то говорит, да? Он говорит: проблема исчезни, и проблема исчезает. Понимаете, тот, кто укоренен в благодати Божией. В Тимофею Павел говорит: укореняйся, сын мой, в благодати Божией. Укореняйся. И когда Павел уходил там, он сказал: вот я предаю вас слову благодати. Я предаю небесному видению и слову благодати. Я вас предаю. Вот знаете, вот если бы Павел сделал, и он сказал: все, я от вас ухожу, все, я прощаюсь с вами, но вот даю вам слово благодати, живите в этой благодати, слово благодати. Я пойду, и эта благодать, она произведет свою работу. Потому что благодать — это сам Бог, который доведет вас до уровня царствования, и вы будете просто друзьями Божьими.
детьми Божьими.